я работаю учителем истории в Минской гимназии, работаю 5-й год. С видеообразованием работаю, ну, примерно год третий, скажем так, но более углубленно, там, с большой теоретической подготовкой встретилась, наверное, только там в прошлом году. Я бы хотела продемонстрировать вам, ну, не знаю, насколько это пример там классного часа, я его скорее использовала на уроке истории, по городской топонимике. И ее сразу можно проецировать не только на нашу столицу, но и практически любой белорусский город, потому что если у вас есть навигатор, в какой белорусский город не приезжайте, вы можете ввести название 20, а то и 30 улиц, и вы попадете, как в знаменитом фильме, на ту же улицу, в тот же дом, и она будет абсолютно, да, в любом белорусском городе. Сразу хочу отметить, что работа с топонимикой с детьми очень важна. Архитектура – это, наверное, единственный вид искусства, от которого абстрагироваться невозможно. Мы можем сходить в музей, если мы хотим это сделать, и посмотреть произведения изобразительного искусства. Мы можем открыть книжку, если хотим почитать литературу. Но работа с архитектурой у нас нет выбора. Мы в любом случае живем в этом пространстве. И то, по каким улицам мы ходим, и то, какие личности представляются нам в качестве героев, чьими именами названы наши проспекты, имеет очень важное значение. Я вам предлагаю статистические данные, которые взял сайт свобода.орг с Яндекс.Карты. Значит, в Беларуси есть самые популярные улицы. Как вы думаете, какая улица в Беларуси имеет самая популярная? Ленина, наверное. Еще? Якуба Колоса. Советская. Белорусская. 698 километров будет протяженность этих улиц, если сложить, да, в каждом белорусском городе длину этой улицы, 698 километров. Победы. Кстати, чтобы вы имели в виду, вся Беларусь с запада на восток 650 километров, с севера на юг 560. Партизанская, может быть. Советская. Да, Советская улица, в каждом белорусском городе она есть, и сейчас мы даже поговорим, она имеет особое расположение. На втором месте 440 километров суммарная численность всех улиц с этим названием. Она уже звучала, да. Улица Ленина. 440 километров в длину. Сумма всех улиц Ленина в Беларуси. На третьем месте? Белорусы. На третьем. Какие улицы? Партизанская. Красноармейская. Октябрьская. 382 километра. Это самые популярные улицы, да, названия Беларуси. Для сравнения, всего лишь 49 километров в длину составляет суммарный километраж всех улиц Беларуси с именем Франциска Скорины. Это первый не только белорусский, но и восточнославянский книгопечатник, который на сегодняшний день является одной из самых таких, да, ярких личностей в нашей истории. На втором месте 40 километров суммарная протяженность всех улиц Беларуси с названием независимости. 40 километров. И на третьем месте 33 километра. Это улицы имени Костуся Калиновского. Это белорусский национальный герой, который в 19 веке боролся, да, за независимость Речи Посполитой, Великого княжества Литовского в границах 1772 года. Да? Чтобы вы понимали, проехать в Беларусь проще и быстрее, нежели проехать по всем улицам Ленина в нашей стране. А что, вот Якуба Колоса? Мы сейчас об этом поговорим. Собственно говоря, как мы работали с детьми, я им предложила, я работаю в центре города Минска, и многие дети приезжают с разных районов города, соответственно, у нас была очень хорошая перспектива взять улицы всех наших районов. Кстати говоря, в Минске 7 районов, если мне не изменяет память, и 6 из них носят названия такие советские: Первомайский, Октябрьский, Ленинский, Заводской, Фрунзенский, и так далее. Да, ну и, собственно говоря, когда у нас сложилась картина улиц, которыми названы в Беларуси, можно выделить 3 группы улиц. Значит, первая группа улиц — это будет улицы с таким советским названием, которые не просто относятся к советскому периоду истории нашей страны, но вообще, в принципе, к Беларуси не имеют прямого отношения. Это такие, как улица Ленина, улица Свердлова, Кирова, то есть это были такие деятели Советского Союза. К Беларуси они имели достаточно такое, ну, десятое отношение. Ко второй группе можно отнести улицы советского периода, но это были белорусы, которые работали в БССР, были там выходцами из БССР, но, собственно говоря, действовали уже в границах нашего государства. Ну, к ним, например, можно отнести там Мясникова, Машерова, Дмитрия Жулновича, Притыцкого и других. Ну и третья группа улиц, это, собственно говоря, уже будут
сугубо такие белорусские исторические личности, которые не относятся к советскому периоду, либо относятся, но, скажем так, не были представителями советской власти. Второй кейс, который я предложила поработать с детьми, если мы условно возьмем карту Минска, либо любого другого белорусского города, и на ней обозначим, ну, предположим, точками улицы с этими тремя группами названий, как вы думаете, где будут улицы с советскими названиями на карте города? Да. Это будут центральные улицы, самая лучшая застройка, самые, скажем так, старинные, на которых приезжают туристы, на которых расположены все ключевые здания, административные, там, культурные нашего города. Улицы с советско-белорусским названием, они будут где-то, ну, скажем так, Второе кольцо. Молодец. Ну, в общем, да, это, собственно говоря, те районы, когда-то они были окраинными Минска, но так как наш город очень серьезно растет, то есть они были застроены там в советское время. Ну, и если мы берем третью группу, это вот эти вот улицы с национальными героями, там, Сапега, Шагал, Агинский и все остальные, они будут на самых окраинах. Это наиболее молодые улицы, которые новые районы Минска, именами которых называются уже улицы, ну, в современный период. Конечно, здесь есть и положительная тенденция, да, то, что сейчас в Беларуси новые открывающиеся районы, строящиеся районы носят название уже наших исторических героев. Ну и, конечно, негативная тенденция в том, что предыдущие, да, названные не всегда белорусскими героями и личностями, которые имеют очень неоднозначную оценку для нашей истории, по-прежнему носят название центральных улиц. Ну, собственно говоря, это эти три группы. Если мы с вами зайдем на, тоже, опять же, такой-то сайт с картами всего мира, и его подразделение в Беларуси это OpenStreetMap в Беларуси, то можно сделать статистическую подборку упоминаний тех или иных личностей на карте Беларуси. Сюда относятся не только названия улиц, сюда относятся названий остановок, названий заводов, там названий университетов, всего, что носит имя того или иного человека. Если вы можете заметить, более 50% всех названий в Беларуси, 470 тысяч упоминаний на карте Беларуси Ленина. 400, да. И если вы хотите встретить Ленина, надо ехать не в Москву, надо гулять по Беларуси. На втором месте всего лишь, посмотрите, 82 тысячи Янка Купала, ну это наш, как бы, такой самый яркий, наверное, белорусский поэт, который там имеет высокое значение не только для литературы Беларуси, но и в целом для возрождения белорусской национальной идеи. Всего лишь 82 тысячи раз он упоминается. Хотя, опять же, отмечу, что он работал в советский период, он получил там народного поэта БССР, и к нему вопросов мало. Вот. Но разница с Лениным, то есть Ленин все равно по-прежнему дорастает да, до Ленина. еще очень далеко. Не знаю, что говорить про Максима Богдановича, это белорусская зорочка, там 26 лет уже умер, белорусский поэт, но оставил богатейшее наследие и литературное, и в национальном плане. Ну, вот, собственно говоря, это то, что имеется на сегодняшний день. Если, понятно, мы будем вбивать любые другие фамилии, там, белорусских национальных героев, численность будет значительно меньше, чем вот эти здесь представлены. Если я вас немножко, скажем так, предложу прогуляться по нашим улицам и посмотреть, как же выглядят эти улицы, то вот, например, изображение улиц Советских на улицах Бреста, да, я думаю, всем знаменит этот город, и город Гродно, это самый такой европейский город Беларуси считается. Да, посмотрите, как выглядят улицы. Это такие центральные улицы, такой еще старой застройки, там очень хорошо отреставрированные. Улица Советского в Бресте очень знаменита здесь. Вот эти фонарики, которые до сих пор зажигаются вручную. Улица Советского в Гродно является центральной улицей, то есть по ним приятно, интересно, да, прогуляться, собственно говоря, это центр города. Если вы посмотрите, например, на улицу Василия Быкова, Василий Быков это, да, знаменитый белорусский письменник, его произведения переведены на десятки языков мира. Ну, на сегодняшний день то, что мы сумели найти, я не утверждаю, что это единственная улица, возможно и нет, это поселок Жданович, это недалеко от Минска. Вот, да, единственная улица, которая названа его именем, которую мы смогли найти, это вот такая, вот видите, проселочная улица, вот, например, Василия Быкова, 16. Ну, какой ребенок на ней бывал, и какой ребенок сможет потом вспомнить, что там происходило. Очень интересная история, на мой взгляд, с проспектом Победителей. Это бывший проспект Машерова в городе Минска. Ну, на сегодняшний день это ключевая артерия нашего города.
туда за последние десятилетия были перенесены абсолютно все ключевые центры инфраструктуры, там строятся торговые центры, дома спорта, туда перенесена резиденция президента, там проходит массовое гуляние, там открыт новый, собственно говоря, главный музей в нашей стране, музей Великой Отечественной войны, то есть вот этот проспект стал главным. И, конечно, очень часто обсуждается, если переименовывать ту или иную улицу, это вопрос не только политический, идеологический, это во многом еще вопрос финансовый, то есть говорят о том, что это большие вложения, это надо менять там паспорта людям, это надо менять там все юридические адреса и так далее. Ну, вот эта практика показала, что, наверное, причина не в этом, потому что проспект Победителей, он огромен, на нем, как я уже повторилась, вам находится масса всего, и его переименовали просто в один момент, и он превратился в проспект Победителей. Хотя Петр Машеров, как бы в истории Беларуси, за советский период это самая положительно оцениваемая личность, и более старшее поколение в нашей стране, они его очень уважают, любят, помнят и ценят, как наиболее демократического нашего руководителя. Сейчас по старинке старшее поколение называют по-прежнему эту артерию проспектом Машерова, но новое поколение уже все про Машерова, в принципе, сказать мало что сможет. Есть, кстати, разные мнения, почему так происходит, и почему именно этот проспект был переименован, можем потом об этом поговорить. Что касается фейков, о которых мы с вами сегодня говорили, скажем, я вам хочу привести два примера, которые это не то, что фейк, это какая-то просто неграмотность, которая граничит, на мой взгляд, с уровнем школьной программы. Значит, вот этот билборд, он стоял на улице города Гродно в 2016 году. 2016 год был объявлен в Беларуси годом культуры. И на ней, собственно говоря, на этом билборде написан Якуб Колос, письменник, народный поэт Беларуси. Я не знаю, знакомы вы ли с Янко Купало и Якубом Колосом, но парадокс в том, что это не Якуб Колос изображен. Это Янко Купало. Причем, что, Янко Купало, Якуб Колос, не знаю, как в Украине, там, Тарас Шевченко, Леся Украинка, то есть это личности, о котором знает каждый в садике. Как вы думаете, кто разоблачил этот детский фейк? Это сделали люди, то есть это было пущено в тираж, это было развешено на билбордах, и никого из всех этих людей, которые начинали от создания этого билборда до выпуска его в тираж, не подумал, что что-то здесь пошло не так. Но и это даже не остановило. Буквально через несколько месяцев появился другой, еще более убивающий всех билборд, значит, посвященный Франциско Скорини. Он уже находился в городе Минске. Значит, и на этом билборде 4 ошибки. Помник Франциску Скорину, да, это филологическая ошибка, осветнику и громадскому держу. 16-го столетия было написано 15-е, Франциск Скорина родился только в 1490-е годы, даже если предположим, что он был вундеркинд, как Моцарт, и начал свою творческую деятельность хотя бы в лет 6, это уже начало 16 века, то есть он никак не мог быть деятелем 15 века, но, собственно говоря, тут выпадают косточки, ну и, соответственно, если мы ставим здесь запятую, то унис водовый уже не подходит. Да. Это висело на улицах города, на улицах нашей страны под знаменем «Год культуры». Особенно хорошо, да, год культуры. Нет, к счастью, это висело не в течение целого года. Вот, не знаю, у нас медиаобразование не поставлено на государственный уровень, но в этом и наше большое достоинство, как мне кажется, это заставляет людей думать самостоятельно, думать критически, и все эти билборды, все эти улицы, они были разоблачены, скажем так, они были сняты благодаря людям, благодаря тому, что люди начали писать жалобы, начали писать, откуда вы взяли эти фотографии, откуда вы взяли эти данные, но это было снято со словами «никто не ошибается». То есть какие-то извинения были где-то? Кто должен извиняться? Это дело. Университет, девочки. Университет в Минске, не сказали? Марина, у нас висит реклама. Як же ж вони? Сама дешева плитка. Калька с русского языка, и когда позвонили, я просто знаю, что там есть ошибки, и сказали, у нас так, говорит, уже зарегистрированный бренд, пусть висит.
То есть с ошибкой, ну пусть висит. Нет, так Хоча найнижчі ціни там має бути. так это частный, это предпринимательство. А здесь на уровне государства уже. Та легко. Не знаю, я, в принципе, я по жизни оптимист, и я всегда считаю, что это широкие возможности для того, чтобы воспитывать учащихся. Даже в том плане, я очень часто слышу от детей, там, зачем мне эта математика, зачем мне эта физика, зачем мне эта история, я вот там буду химиком. Вот этому дизайнеру, например, даже, да, и который разрабатывал этот плакат, ну, по сути, ему белорусская литература и история 100 лет, да, не нужны были. Вот, и, ну, вот этот, да, всебелорусский позор, который обрушился на него, показал, что, в принципе, да, все в жизни полезно. Собственно говоря, финальная стадия, к которой мы подходим обычно на этом уровне с детьми, я предлагаю им выбрать из нескольких вариантов тот вариант, который, на их взгляд, подходил бы лучшим образом для названия того или иного, да, того или иного, да, улицы в Беларуси, города и так далее. Ярким примером для этого, например, служит знаменитый в Беларуси город Дзержинск, который носит сейчас такое название. Это город в Беларуси, который трижды за свою историю менял название. Первое его название было Крутогорье, это там средневековое, да, название. Затем его переименовали в Койданово, ну и в 20 веке в Дзержинск. Значит, в чем история? В Дзержинске находится самая высокая точка в Беларуси, это самая большая возвышенность. Ну и понятно, почему там его назвали изначально Крутогорье, да, из-за рельефа. В XIV веке на этом месте, в XIII веке на этом месте был разбит отряд монголов во главе с ханом Койденом, в честь чего, в честь этой как бы победы, было переименовано название города в Койданово. Ну и в 20 веке не буду объяснять, почему было переименовано в Дзержинск. Собственно говоря, я детям предлагаю провести такой небольшой референдум и проголосовать, да, за какое бы из этих названий высказались бы вы. И здесь очень важно оценить, да, с какой точки зрения давалось название того в тот или иной период. То есть Крутогорье — это такое географическое название. Много ли городов в мире может иметь название Крутогорье? Мне кажется, в каждой стране есть какая-то там местность рельефная, которая может так называться. Койданово, да, это название историческое. Вы не найдете больше в мире места, где там был убит и уничтожен там отряд хана Койдена. Ну и, собственно говоря, Дзержинск — это название такое политическое, которое там несет уже пропагандистские цели, да. Ну, слава богу, даже, собственно говоря, мои семиклассники, в классе, в котором я сейчас являюсь классным руководителем, понимают, да, что, наверное, вот название Койденова является для нас сегодня наиболее актуальным. Но, к сожалению, в нашей стране на сегодняшний день такой вопрос еще не стоит. Конечно, если это уже более старшие классы, я предлагаю детям предложить свое название той или иной улице, тому или иному зданию, университету, школе, которую хотели бы они видеть на шильде в нашем городе. Вот. Мы это все собираем, и я очень надеюсь, что рано или поздно это все пригодится, да, и мы уже придем с готовыми предложениями. Вот. Ну, собственно говоря, это вам привет от моих детей, да, мы работаем, стараемся, мы вас приглашаем.